Республика должна стать местом, где хочется жить и развиваться. Так определил общее направление всей работы правительства Коми Владимир Уйбов в докладе о результатах деятельности Кабинета министров и основных направлениях работы на 2021 год и среднесрочную перспективу. Напомним, согласно Конституции Коми, высшее должностное лицо республики ежегодно представляет такой отчет. Задачи, поставленные руководителем региона, отвечают национальным целям развития страны до 30 года, а также обновленному вектору социально-экономической стратегии Коми. Пути развития – это и развитие арктических территорий. Общий объем инвестиций от резидентов в Коми составит почти 6 миллиардов рублей. Планируется создать 960 новых рабочих мест. Кроме того, в планах развитие нефтехимии и глубокая переработка. Максимально диверсифицировать экономику Республики Коми с повышением доли переработки, глубокого передела во всех отраслях, чтобы не только создавать новые рабочие места, но и сформировать новые кооперационные цепочки с предприятиями за пределами нашего региона, выйти с нашей продукцией на новые рынки сбыта, компенсировать те выпадающие доходы, что мы получили с падением мировых цен на углеводороды, сохранить и приумножить налоговую базу предприятий, зависимых в настоящее время от импортных компонентов, налоговую базу для формирования республиканских и местных бюджетов, которые сегодня ориентированы на решение накопившихся за последние годы социальных задач. Пандемия коронавируса сказалась не на всех отраслях. Падение спроса на нефть обернулось для бюджета региона снижением доходной базы на 18% или на 14 миллиардов рублей. Тем временем расходы увеличились. 6 миллиардов было направлено на обеспечение готовности системы здравоохранения. Обучено 3000 медиков, организованы отделения и койки для ковидных больных. Учреждения оснащены необходимым оборудованием. Была оказана поддержка в период простоя объектам малого и среднего бизнеса, увеличены субсидии фермерам. В Коми получили материальную поддержку более 7,5 тысяч семей с детьми. 2020 год по известным нам всем причинам с точки зрения объемов, выделенной из бюджета помощи, как и в сфере здравоохранения, стал для социальной сферы беспрецедентным. Посудите сами, бюджет отрасли социальная защита увеличился по сравнению с 2019 годом на 36%, составил 15 миллиардов 100 миллионов рублей. 252 тысячи человек, или каждый третий житель республики, получили различные виды социальных выплат в системе социальной защиты населения. Руководитель региона озвучил достижения в разных отраслях. Так, образование становится доступнее. Создано 644 места в детских садах и почти 2500 в новых школах в Дутово, Визинге, Сыктывкаре и поселке Краснозатонском. Города и села становятся комфортными для проживания. В прошлом году благоустроено больше 200 объектов более чем на 1 миллиард рублей. Перевыполнен план по переселению из ветхого и аварийного жилья.